О мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы, рассказали в Алданском районе. В числе них это увековечение памяти погибших воинов на Смоленщине. О планах на 2020-й наш корреспондент Татьяна Вахнина. Пусть будет мир на земле. Это главное пожелание ветеранов Великой Отечественной войны современникам. Сегодня в Алданском районе лишь 3 живых свидетелей тех лет, людей, прошедших огненными маршрутами войны. Ее лики даже спустя без малого 80 лет помнятся отчетливо. Рассказы ветеранов о годах, опаленных болью и горем, пронизаны невыплаканными слезами. На Байкал привезли в конце мая. И там я прошел. И все. И пошло 3,5 месяца, и распустили нас в широту. 30 на север, 30 на Балтику, 30 на Днепр. Была Днепровская флотилия тогда в войну. 2020 в России объявлен годом памяти и славы. В Якутии он пройдет под эгидой патриотизма. В Алданском районе год наступивший стал годом Великой Победы. В данном ключе будет реализовано множество проектов. В духовно-нравственных акциях традиционно принимают участие и дети, и взрослые. Алданцы воевали на всех фронтах на территории Советского Союза. В будущем память о погибших воинах будет увековечена на Смоленщине. Более 60 человек было именно в боях и под Ржевом от нашего района. И на сегодняшний момент мы знаем о 9 погибших на этой территории. Прошедшие войну алданцы сегодня окружены любовью и заботой близких, а гостей, приходящих поздравить с праздником, порой встречают со слезами. Слова благодарности и сердечные пожелания сил и здоровья для победителей становятся бесценными. В принципе, все проживают в достойных условиях, они проживают со своими семьями, скажем так, дополнительно какой-то заботы с нашей стороны, либо помощи, то есть не требуется. Но, конечно, мы всегда готовы прийти на помощь. Данный вопрос у нас, данная категория у нас на особом контроле. За годы войны из Алданского района на фронт ушли почти 12 тысяч человек. Домой вернулись не все. Более 4,5 тысяч воинов погибли или пропали без вести. 7 алданцев стали героями Советского Союза. В тылу тоже ковалась победа. В битве с тяготами, голодом и непосильной работой. И вклад алданцев в помощь Красной армии оказался чрезвычайно весомым. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.